Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. 20 августа рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области продолжилась в Ванчском районе. 20 августа рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области продолжилась в Ванчском районе. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, во временном аэропорту тепло приветствовало руководство Ванчского района. Глава государства вначале ознакомился с выставкой достижений работников сельского хозяйства и народных ремесел. Жителей района на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, которая получена трудом и усилиями дихкан с плодородных земель района. Было проинформировано, что общая площадь посевных земель Ванчского района составляет 2601 гектар. Из них площадь яблоневых садов 1013 гектар, зерновых 520 гектар, под картофель 472 гектара, под овощи 188 гектара. Остальные земли выделены под пастбища и луга. Следует отметить, что земледельцы района ежегодно на основе рекомендаций и указаний главы государства уважаемого Эмомали Рахмона увеличивают площади фруктовых садов, нацеленные на экспорт, и за этот счет получают богатый урожай. В районе уделяется огромное внимание выращиванию яблок, груш, абрикосов, тутовника, орехов, картофеля и другой сельскохозяйственной продукции. Ежегодно трудящиеся районы прилагают всесторонние усилия для реализации одной из целей государства и правительства Республики Таджикистан – обеспечения продовольственной безопасности. На выставке сельскохозяйственной продукции выставлено 10 сортов яблок, 5 видов абрикосов, 5 видов тутовника, 3 вида картофеля, лука и болгарского перца, 3 вида капусты, помидоров, огурцов и других культур. Соки и нектары, изготовленные населением в домашних условиях из свежей продукции, украсили другой уголок выставки. В ходе беседы с сельскими тружениками лидер нации дал им полезные рекомендации и советы по целевому использованию каждой пяди земли и получению нескольких обильных урожаев. Сельские труженики также в свою очередь пообещали работать сплоченно, направить весь свой опыт на получение обильного урожая и обеспечение потребительской корзины жителей свежей экологически чистой продукции. Также сегодня глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой народных ремесел, подготовленной в рамках объявления годов развития села, туризма и народных ремесел. Умелицы Ванчского района представили на выставке продукцию искусства изготовления джурабов и тесьмы ручной вышивки шероза. Необходимо отметить, что ремесленники и другие жители Ванчского района всесторонне поддерживают политику высшего руководства государства и правительства страны, уделяют особое внимание развитию и возрождению народных ремесел и древних традиций. Таким образом, с каждым годом повышается интерес молодежи и других жителей района к изучению народных ручных ремесел, увеличивается производство различных видов продукции. Президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, в другом уголке выставки было представлено искусство изготовления национальных блюд, в том числе плов, бобовые блюда, далда, тушеная тыква, блюда из баранины и козлятины, курутоп, блюда из нарезного теста и другие. Национальная кухня таджиков во всем мире уникальна своей спецификой и вкусом. Среди жителей этого уголка родины широко развиты народные ремесла, такие как изготовление колыбели, деревянных плошек, катушек, кровати, кузнечное дело. Лидеру нации были представлены лепешки и другая хлебная и молочная продукция, изготовленная с высоким мастерством домохозяек. В этой части выставки мастерицы представили различные образы лепешек, в том числе большие и малые лепешки, чапоти, фатир, круглые лепешки, другие хлебобулочные и молочные изделия. В другом уголке выставки были представлены картины и фотографии с прекрасными пейзажами и туристическими достопримечательностями Ванчского района. Согласно информации, созданием инфраструктуры отрасли из года в год возрастает количество внутренних и иностранных туристов в этом живописном уголке страны. Выставка стала ярким свидетельством того, что славные жители Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области достойно отметят большой национальный праздник 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан со значительными достижениями во всех отраслях народного хозяйства. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после посещения выставки достижений ремесленников и фермеров сдал в эксплуатацию торговый центр Ванч-Сити.
20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после посещения выставки достижений ремесленников и фермеров сдал в эксплуатацию торговый центр Ванч-Сити. Глава государства был проинформирован, что здание состоит из 3 этажей и цокольного этажа, строительство которого началось в апреле 2019 года. Здание соответствует строительным нормам и качеству, построено патриотически настроенным предпринимателем Орзу Лашкаровым в рамках объявленных годов развития села, туризма и народных ремесел с целью создания новых рабочих мест и устранения проблем населения в сфере бытового обслуживания. Общая площадь объекта составляет 700 квадратных метров, а подвальных помещений 264 квадратных метра. Рядом со зданием построен фонтан с применением современных технологий. Первый этаж здания используется как магазин по продаже мясных продуктов, кондитерских изделий, овощей и фруктов, канцелярских товаров, а на втором этаже реализуются товары народного потребления. В связи с наличием большого количества туристических мест и растущего интереса туристов к достопримечательностям района, 3-й этаж здания запланирован под гостиницу. К строительству указанного объекта были привлечены более 20 человек, а после его полного ввода в эксплуатацию 17 местных жителей получили постоянную работу и достойную заработную плату. В ходе посещения и ознакомления с условиями торгового центра Ванч-Сити глава государства высоко оценил работу строителей и назвал объект важным и своевременным для устранения нужд населения в сфере обслуживания. В целях благоустройства территории вокруг здания 400 квадратных метров покрыто плитками. Посажены декоративные цветы и кустарники. Установленные вокруг здания светильники и в ночное время придают окружающей среде дополнительную красоту. Отрадно, что патриотически настроенные предприниматели Ванчского района в свете поручений и указаний президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, за годы независимости построили и сдали в эксплуатацию в районе различные жизненно важные объекты, что способствовало повышению уровня и качества жизни населения, а также благоустройству района. Во время ознакомления с условиями этого объекта лидер нации выразил удовлетворение инициативы предпринимателей Ванчского района, построивших такое новое современное здание в горных условиях, и назвал их инициативу примером для подражания. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке в Ванчском районе ввел в эксплуатацию новое здание военного комиссариата. 20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке в Ванчском районе ввел в эксплуатацию новое здание военного комиссариата. Новое здание, где предусмотрены все необходимые условия для сотрудников, введено в эксплуатацию в рамках творческих и созидательных мероприятий, посвященных 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, первым делом осмотрел внутренние помещения и территорию здания военного комиссариата. Близко ознакомился с достойными условиями труда личного состава. Новый объект состоит из 2 этажей, 14 рабочих кабинетов для офицеров и личного состава, зала совещаний, поста оперативного дежурного и других бытовых помещений. Рабочие кабинеты и другие подсобные помещения военного комиссариата оснащены необходимой мебелью, оборудованием и современными системами связи. Также в новом здании имеются условия для проведения собраний и различных образовательных мероприятий, таких как территориальная оборона, мобилизационная подготовка, призыв граждан на военную службу и других служебных и плановых мероприятий. Общая площадь земельного участка военного комиссариата Ванчского района составляет 1400 квадратных метров, а сам объект построен на площади 230 квадратных метров. Тротуары вокруг здания выложены плиткой. При этом в рамках завершения работ по благоустройству территории объекта украшена цветами, кустарниками и другими декоративными растениями. Построены 2 беседки для приема граждан и фонтан. В последние годы в результате дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране и дальновидной политики высшего руководства государства и правительства большая часть зданий военных комиссариатов в городах и районах страны была полностью отремонтирована или построена заново. При непосредственном поручении президента страны, верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, эти созидательные мероприятия продолжаются и в других регионах страны. За годы государственной независимости
частности, при поддержке высшего руководства страны сданы в эксплуатацию 25 военных комиссариатов в городах и районах страны. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с ответственными лицами и личным составом военного комиссариата Ванчского района назвал открытие нового административного здания достойным подарком государства и правительства страны накануне Дня независимости Республики Таджикистан и дал конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию качества работы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после полного ознакомления с достойными рабочими условиями в новом здании военного комиссариата Ванчского района и беседы с личным составом и должностными лицами оставил запись в памятной книге для высокопоставленных гостей. 20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Ванчский район также сдал в эксплуатацию новое трехэтажное здание отдела Министерства внутренних дел в этом районе. 20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Ванчский район также сдал в эксплуатацию новое трехэтажное здание отдела Министерства внутренних дел в этом районе. Новый объект построен в рамках непосредственных поручений и указаний главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в плане создания благоприятных рабочих условий для работников отдела Министерства внутренних дел в этом отдаленном районе страны по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Общая площадь территории нового здания отдела Министерства внутренних дел составляет 0,29 гектара. Объект построен в соответствии с современным дизайном, с красивым фасадом, имеет 32 рабочих кабинета со всеми условиями. В новом здании на основании постоянных рекомендаций и напутствий лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере организации библиотек при учреждениях и ведомствах для работников отдела Министерства внутренних дел в Ванчском районе организована библиотека с различными юридической и отраслевой литературой. Актовый зал отдела Министерства внутренних дел в Ванчском районе рассчитан на 40 посадочных мест и предназначен для проведения собраний различных мероприятий. В новом здании также имеется гостиница и общежитие. Созданы другие благоприятные условия для отдыха работников. В годы независимости страны при непосредственной поддержке и внимании главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, были предприняты важные шаги для улучшения условий работы и службы, повышения уровня социальной защиты личного состава и укрепление материально-технической базы органов внутренних дел в городах и районах страны. В этом направлении произошли заметные улучшения. В ходе строительных работ местные жители были обеспечены рабочими местами и достойной заработной платой. До этого сотрудники отдела внутренних дел Ванчского района работали в старом здании, которое имело не совсем подходящие условия для работы. Во дворе нового здания построена современная столовая для 150 человек личного состава отдела Министерства внутренних дел, и рядом с ней плац общей площадью 600 квадратных метров. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после полного ознакомления с условиями работы в новом здании отдела Министерства внутренних дел напутствовал сотрудников на добросовестное служение народу и родине, большее внесение вклада в укрепление верховенства закона, защиту достижения периода независимости, предотвращение преступлений, преступности и обеспечение общественного порядка. Назвал задачу объекта достойным подарком государства и правительства страны в дни празднования 29-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан для работников отрасли в этом горном районе. 20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с руководителями, активистами и жителями Ванчского района. 20 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с руководителями, активистами и жителями Ванчского района. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность за теплый прием, реализацию созидательных целей правительства страны и достижение значительных результатов посредством добросовестного труда. В рамках очередной рабочей поездки президента страны Ванчский район был сдан в эксплуатацию ряд важных объектов, которые создают благоприятные условия для развития и продвижения этого отдаленного района страны. Было подчеркнуто, что правительством страны в период независимости на обеспечение социально-экономического развития Ванчского района и его благоустройства за счет государственного бюджета направлено более 680 миллионов самани, за счет чего были возведены почти 100 новых зданий на сумму более 170 миллионов самани. За этот период за счет других источников финансирования было построено и реконструировано 150 объектов на сумму 70 миллионов самани. Одновременно
Одновременно с этим дирекции по строительству правительственных объектов исполнительного аппарата президента в районе были возведены и отремонтированы 14 объектов на общую сумму 54 миллионов самани, в том числе 7 учебных заведений. Кроме того, за счет реализации 7 государственных инвестиционных проектов за 29 лет освоено 182 миллиона самани. До сегодняшнего дня на основе плана работают по благоустройству и созиданию в честь 30-летия государственной независимости возведены и реконструированы 55 зданий. До празднования намечено строительство и сдача в эксплуатацию 17 других объектов. Кроме того, по инициативе предпринимателей и патриотически настроенных жителей района в честь этой исторической даты предполагается строительство десятков социальных обслуживающих объектов, в которых будут созданы сотни новых рабочих мест для жителей. В период независимости в районе за счет всех источников финансирования будут построены 245 объектов на сумму 196 миллионов самани. И до празднования 30-летия государственной независимости сданы в эксплуатацию десятки других объектов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что правительство страны для обновления и реконструкции магистрали Калай-Хумф-Ванч теперь продолжает работу с партнерами по развитию. В течение последующих 3 лет реализует проект реконструкции 93 километров указанной автомобильной дороги на сумму более 2 миллиардов самани, в рамках которого также предусмотрено строительство 15 мостов и 2 тоннелей. В настоящее время в Ванчском районе реализуется 5 государственных инвестиционных проектов. Средства, освоенные в их рамках, составили 13 миллионов самани. Проекты направлены на сферы транспорта, образования, профессионально-технического образования и социальной защиты населения. Многочисленные возможности района в плане развития промышленности и сельского хозяйства, особенно переработки сельскохозяйственной продукции, развития различных видов туризма и других услуг, необходимо все больше привлекать в эти сферы отечественный и зарубежный капитал. Глава государства поручил Министерству промышленности и новых технологий, руководителям области, района, другим соответствующим структурам принять необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы производственных предприятий, ввода в эксплуатацию новых мощностей в направлении переработки сырья и пуска в работу новых созидательных мощностей. В районе также имеется возможность выращивания фруктов и овощей, сбора лекарственных трав. На этой основе можно построить десятки малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил исполнительным органам государственной власти области и района совместно с Министерством сельского хозяйства и Академией сельскохозяйственных наук принять постоянные меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, развитию садоводства, животноводства, пчеловодства и обеспечению потребительского рынка страны отечественной продукции. Также руководителям и ответственным лицам района было поручено принять все необходимые меры для выполнения перспективного плана посева культур, особенно картофеля, зерновых, возведения новых садов и рационального использования земли. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в связи с распространением новой инфекционной болезни, ухудшением ситуации на мировых рынках и повышением цен на продовольственную продукцию потребовал от всех руководителей фермерских хозяйств и в целом от каждого жителя района, владеющего земельным участком, направить весь свой опыт и навыки на эффективное использование земли и резервирование продовольственных товаров. Для устранения недостатков в сфере образования были даны конкретные рекомендации и поручения Министерству образования и науки для улучшения состояния сферы здравоохранения исполнительным органам государственной власти области и района. В завершение глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что славное и честолюбивое население района в будущем также сплоченно внесет достойный вклад в дальнейшее развитие района и независимого Таджикистана и в подготовку на высшем уровне к достойной встречи священного праздника любимой Родины 30-летия государственной независимости. После выступления президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, жители района, люди различных профессий, высказав свои мнения о достижениях района в период независимости, усилиях и инициативах руководства государства и правительства страны, выразили признательность лидеру нации за обеспечение достойной жизни для народа. Уважаемые телезрители, о ходе рабочей поездки основателя мира и национального единства лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, мы ознакомим вас в следующих программах новостей. Будьте с нами.